Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас погода хорошая. На улице потеплело, сегодня минус 9 градусов. Сделала домашние дела повседневные и подумала, что-то я ведь давно не пекла ничего. После Нового года я пару раз пекла блины. И все, больше ничего не пекла. Праздники мы все поправились. Я набрала 3 килограмма. И сейчас мне надо это все исправлять. Хотя я мучное пеку, я очень мало кушаю. Ну ладно, поправились, не поправились. Самое главное было бы здоровье. Сегодня я решила печь внукам булочки с повидлой. И заодно решила снимать ролик, вам показать. Для этого надо нам 2 стакана молока. Два яйца. Полстакана сахара. Чайной ложки соли. Грамм 10 сухие дрожжи. Я сухие дрожжи воронежские. 10 грамм здесь. Намешала с теплой водой и с сахаром. И я убедилась, что у меня дрожжи активные. Грамм 100 сливочного масла. Все это перемешиваем. И кладем потихоньку муки. Здесь у меня 750 грамм муки. Я не знаю, сколько у меня возьмет жидкость. Сейчас узнаем. Хорошенько все перемешиваем. Молоко теплое, как парное молоко. Замешиваем тесто мягкое, не жесткое. Как вы поживаете, мои дорогие? Поправились ли на Новый год? Столько выходных, столько еды, все калорийное. Везде пандемия, выходить никуда нельзя. У нас-то в деревне можно везде ходить, но в масках. У нас тоже число заболевших прибавляется. Вирус, конечно, опасный. Не дай бог заболеть кому. А кто заболел, пусть выздоравливает без осложнений. Пока наши дети учатся, слава богу. Лишь бы дети учились в школе. Тесто замешиваем до тех пор, пока не начнет от рук отлипаться. Чем больше мнешь тесто, вот у меня мягкое тесто, очень мягкое. Вот тесто у меня от рук отлипается. Вот столько теста. У меня ушло 800 грамм. Я 50 грамм еще добавила. Сейчас накроем пищевой пленкой. Где-то на час. Теплое место. Вот наше тесто поднялось. Тесто воздушное, мягкое. Накатаем вот такие шарики маленькие.
Накатали вот на такие кругляшки. Немножко раскатаем. Кладем повидло. Любое повидло можно. У меня повидло яблочное. Вот так закрываем. Все вот так. И ставим противень. Можно с творогом. Можно с ягодами. Кто с чем хочет. Можно с сыром. С сыром и с творогом тоже будет вкусно. Раскатаем немножко наших шариков. Кладем повидло или там начинку, кому что нравится. У меня повидло свое. Посмотрите, как делаем. Вот так все потихоньку закрываем. Вот. И прищипываем хорошенько, чтобы повидло не вытекло. Вот посмотрите. Вот так округляем. И красота. Еще вот так же собираем. В одну кучу прищипываем хорошенько. Вот так потихоньку округляем. И все. Вот и все. Вот какие получились булочки. Сейчас сверху накроем. Сверху накрываем пищевой пленкой. И ждем, когда поднимется тесто. Вот такая красота получилась. Булочки у меня поднялись. Сейчас поставлю духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов. Вот мои булочки испеклись. Вот какая булочка с повидлой. Мягкая, нежная, теплая. Мои любимые, идите с нами чай пить. Вот таких ароматных, вкусных, мягких булочек мы испекли с вами сегодня. Желаю вам крепкого здоровья, много радостных дней
Всего вам доброго. До следующих встреч. Всем пока-пока.